Ну вот, немножко о самом празднике Сабантуй. Это традиционный татарский праздник. Он происходит ровно в середине лета. Ну, на нем много происходит угощений, соревнования по борьбе, соревнования на скачках на лошади, соревнования прыжки в мешках. Вот многие одевают мешки и догоняют друг друга. То есть много такой вот красочный, разнообразный праздник татар национальный. Интересно сказать, что у кряшен это у православных татар, у крещенных татар, сложился свой аналог этого праздника, его называют Петрау Байрама, то есть праздник, посвященный Петру, соответственно, приуроченный к празднику Петра и Павла, к 12 июля. Вот. Ну вот, собственно, то, что касается самого праздника. Потом можно будет сходить и посмотреть. Вот недалеко у нас здесь вот происходит состязание борцов. Борьба татарская называется кыряш, что, собственно, переводится как борьба. Вот, борьба это на поясах, люди обвязывают друг друга полотенцами. Ну и вот в таком положении нужно свалить человека, свалить с ног, либо повалить его на лопатки. За первое место подарок победитель получает целого барана в натуральном виде. Здесь мы видим православный символ веры на татарском языке. История богослужебных переводов на татарский язык, она достаточно сложная и непростая. Дело в том, что еще со времен Ивана Грозного и даже раньше многие татары были крещены, но не имели богослужения на собственном языке. И, соответственно, в службе могли участвовать только на церковно-славянском языке. Уже в XVIII веке предприняты были первые попытки перевода первых молитв, но основной корпус перевода богослужебных текстов и текстов Священного Писания осуществил Николай Иванович Ильминский. Это известный арабист, проповедник среди татар, человек, проживший в арабских странах не менее 10 лет. Вот, человек, собственно, всю свою жизнь посвятивший просвещению татар. Его, собственно, так и называют апостолом татар, многие крещенные татары. Вот. Его перевод, дело в том, что сам татарский язык, литературный и разговорный достаточно сильно отличаются. И, скажем, человек, владеющий разговорным языком, не всегда может нормально читать на литературном языке. Такая эта ситуация сложилась в XIX веке, в период, я бы сказал, наибольшего, во второй половине XIX века, наибольший расцвет татарской культуры, литературы, богословия. Вот. Ну и в этот же период характерен попыткой таких пантюркистских направлений, когда пытались всех тюрок объединить в некоторое одно направление. Это связано с именем Исмаилбея Гаспринского. Вот. Но это интересное движение, многостороннее, разностороннее, давшее целую плеяду блестящих литераторов, поэтов, деятелей искусства и богословия в татарском народе. Ну и в этот же примерный период работал Николай Иванович Ильминский, который создал, собственно, татарский богослужебный язык, который основывался... Дело в том, что литературный язык, сложившийся в этой обстановке, которую я рассказал, он достаточно был сложен, и человек простой, скажем, не всегда мог вполне читать художественную литературу на татарском. Вот, и соответственно, Николай Иванович Ильминский, его задача была создать такой богослужебный язык, участие в котором было бы возможно и как людям образованным, так и простым. Вот, и в этом смысле это был некоторый синтез разговорного языка и литературного. Вот, он характерен большим количеством русизмов, касающихся библейской терминологии и библейских имен. Если, скажем, традиционно в татарском языке такие имена пророков, такие как Моисей, Давид, Авраам, звучат на арабском,
как Муса, Ибрагим, скажем, Иисус, Иса, Давид, Дауд и так далее, то, ну, возможно, для того, чтобы язык несколько отличался от богословского языка мусульманского, Николай Иванович Ильминский внедрил здесь русизмы, то есть если слово «Аллах» не упоминается, говорится «Господь», если Иисус традиционно для тюркоязычных, для тюрок это Иса, как и в арабском языке, то для кряшинов это Христос. Христос, то есть, ну, буквально, то есть, то греческое слово, которое используют в русском языке. Ну и так далее. То есть вот есть такая разница между общепринятым татарским языком и кряшинским языком. В связи с этим кряшины выделяют себя в отдельную субкультуру внутри татарского народа. Представленная здесь община православных татар этих принципов не придерживается. В этом смысле у них есть некоторые разногласия с кряшинами. Вот. Для представленных здесь татар, ну, принципиально важно не самоидентичность и, может быть, выделение себя из среды татарского народа, что достаточно актуально для кряшинов, поскольку они находятся внутри татарского этноса, они преимущественно в Татарстане, на Поволжье, в Набережных Челнах. Вот. Для московских татар это не актуально, и поэтому основной принцип перевода здесь донесение смысла богослужения, молитв, текста Священного Писания, а не достижение, ну, как бы самоидентичности, отделенности. Дело в том, что кряшины и на уровне этноса требуют, чтобы их выделяли в некий субэтнос, не татары именно, а кряшины, чтобы их называли не татары, а кряшины. Вот. И дальше мы можем посмотреть другие молитвы, которые переведены и которые представлены вот на таких вот красивых шамаилях, традиционно татарских шамаилях. Вот здесь мы видим два перевода молитвы «Отче наш». Вот. И они немножко разные. Вот то, что здесь, это более старый перевод, связанный как раз с Николаем Ивановичем Ильминским, а это более современный перевод, и он более адаптирован под разговорный татарский язык. Ну вот, это говорит о том, что богослужебная, ну, как бы, практика богослужебных переводов развивается, двигается, да, и не стоит на месте. И имеет большую вариативность. Здесь нет такой жесткой привязки к одному или к другой форме. К слову сказать, первую литургию на татарском языке провел известный миссионер алтайский митрополит Макарий Глухарев. Вот, она была проведена в Казани, вот, и затем, ну, как бы эту эстафету подхватил отец Василий Тимофеев, ученик Николая Ивановича Ильминского. Вот.